В систему ценностных приоритетов входит формирование таких качеств, как честность, справедливость, милосердие, сострадание и взаимопомощь. Эти качества необходимы для построения справедливого и гуманного общества, основанного на принципах уважения прав и свобод каждого человека. Важное место занимает воспитание трудолюбия, ответственности и стремления к знаниям. Круглый стол на тему «Ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности», организованный Абхазским институтом гуманитарных исследований и представительством Россотрудничества в Абхазии, был посвящен обсуждению ключевых аспектов формирования моральных устоев и гражданской позиции молодого поколения. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и выработки стратегий по укреплению традиционных ценностей в современном обществе. Это очень важно в наше время. Патриотизм и гражданственность, которая входит туда, это любовь к Отечеству, готовность служить его интересам, ответственность за его судьбу, уважение к истории и культуре своей страны. Высокие нравственные идеалы, стремление к добру, справедливости, милосердию, гуманизму, ценности и порядочности. Это, конечно, крепкая семья, воспитание детей, уважение к старшим поколениям и сохранение семейных традиций. Именно наше молодое поколение, работа с молодежью, она важна, несомненно, в аспектах во всех, но именно в этом мы должны именно проводить совместную работу, плечо к плечу, и именно такие встречи нам помогут в нашей работе и выработать единый алгоритм взаимодействия. В рамках круглого стола были затронуты вопросы, касающиеся роли семьи, образовательных учреждений, общественных организаций в духовно-нравственном воспитании. Особое внимание уделялось значению исторического наследия, культуры и языка в формировании национального самосознания. Участники подчеркнули необходимость разработки и внедрения эффективных методик, направленных на развитие у молодежи чувства патриотизма, ответственности и уважения к старшим. Я хотел бы также отметить одну черту современного мира. Современный мир – это деформирующийся мир. Деформируется все человечество. И мы не можем оставаться вне этого контекста. Мы это можем наблюдать и наблюдаем сегодня все это. И, к сожалению, наблюдается и такой процесс, поскольку я представляю на самом деле старшее поколение, по крайней мере в этом зале присутствующих, и я вижу, как прерывается преемственная связь поколений. О ценностных приоритетах в системе духовно-нравственного воспитания личности высказались и представители духовенства Абхазии, подчеркивая особую роль традиционных верований и обычаев в формировании моральных устоев. Ими была отмечена важность передачи подрастающему поколению знаний об истории народа, его культурном наследии и этических нормах, укоренившихся в абхазском обществе на протяжении веков. Мы имеем, слава Богу, такие традиции, которые в мире от Рождества Христа, которые ассоциируются с христолюбивыми абазгами. Значит, нравственность, вот та этническая, которая существовала у абхазов, она оказалась очень близким с евангельской правдой. Это священное писание. Поэтому вот это нравы, вот эти этнические понятия, они очень необходимы. Соединиться, но всему этому необходимо соединиться с Творцом неба и земли. У нас много замечательных традиций в Абхазии. И наши дедушки, бабушки относительно недавно, вот можно сказать, 50 лет, 60 лет, 30 лет, как мы с вами воспитывались. И мы помним нашу деревню абхазскую, которая воспитывала личность человека в чистоте, в люботе, в вере, в красоте духовной. Но, к сожалению, вот как сказал Олег Несторович, трансформируется
идет деградация, бесспорно идет деградация. Но чтобы не было деградации, чтобы был прогресс духовный у нашей молодежи, мы должны, конечно, много работать. И самое главное в преемственности и в исторической науке, самое главное – это любовь к родине, любовь к отчизне. Первостепенное значение в системе духовно-нравственных ценностей отводится уважению к старшим, почитанию традиций и обычаев предков. Абхазская культура, укорененная в древних обычаях и устном народном творчестве, акцентирует важность передачи накопленного опыта от поколения к поколению. Это включает в себя уважение к возрасту, мудрости и жизненному опыту старших, а также соблюдение норм абхазского этикета Апсуара. Война, она нас в этом плане откидывала назад далеко, нанесла большой удар по духовно-нравственному воспитанию, по состоянию этой работы у нас. Послевоенный период, вспомните, тут старшее поколение хорошо помнит. Тут у нас разрыв огромный получился. Мы отошли от тех принципов, которые у нас были до этого, и не пришли ни к каким новым. Сегодня, конечно, меняется. Мы восстанавливаем потихонечку. И мне кажется, что, знаете, вот для того, чтобы делать такие драматичные и трагические какие-то выводы, оснований нет. У нас по-прежнему, как я говорил раньше, остается на вооружении Апсуара. Специалисты в области образования, культуры и социальной работы представили свои доклады и поделились практическими наработками. В частности, обсуждались возможности использования современных информационных технологий, мультимедийных ресурсов для популяризации духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Была отмечена важность межведомственного взаимодействия и координации усилий различных институтов гражданского общества в решении задач духовно-нравственного воспитания. И при формировании нашей работы мы учитывали именно запрос от молодежи. У нас были встречи, общались с ребятами, спрашивали, что им интересно. И на основании вот этой обратной связи у нас сформировалось такое место входа инициатив наших ребят. И мы выступаем такой площадкой, на которой каждый студент, молодой человек, молодежь у нас в таком широком понимании от школьников до уже работающей семейной молодежи. И для каждого мы стараемся подбирать, организовывать мероприятия. На личность человека влияют родители, а родственники очень мало. Соседи практически никак. Община забыта. Говорю про Россию. Влияние СМИ в 21 веке снижается. Традиционных СМИ, газеты, книги и телевидение, имею в виду. Кино, Голливуд, музыка западная, мода западная, соцсети западные, интернет западный, нейросети добавляются в последнее время и искусственный интеллект. Важным аспектом является воспитание чувства патриотизма и любви к родине. Это проявляется в знании истории и культуры Абхазии, уважении к ее государственным символам и готовность защищать ее интересы. Особое внимание уделяется воспитанию гордости за героическое прошлое народа. Кунда Шоу, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.